Казахский тенге потерял в стоимости еще более 10 пунктов и перешагнул отметку в 330 тенге за 1 доллар США. Это самое значительное снижение стоимости национальной валюты с ноября, когда тенге в течение недели стал дешевле более чем на 10%. Обменники отреагировали на резкое падение национальной валюты уже привычным способом. Ограничили продажу долларов и евро. Евро в обменниках, кстати, стоит уже более 360 тенге. Эксперты на протяжении прошлого месяца прогнозировали, что резкое снижение курса тенге должно произойти на фоне удешевления нефти и российского рубля. И только Нацбанк косвенными инструментами ограничивал это падение. По сегодняшней ситуации этих ограничений оказалось недостаточно. Все происходило за счет действий Национального банка, укрепления. Но сейчас все понимают, что нефть уже меньше 37 долларов. Около 37 долларов, меньше 38, и в любом случае это фундаментально скажется на тенге, не сейчас, а потом. И это отложенный так называемый спрос на тенге, то есть и отсюда население уже понимает, что в любом случае будет обесценение, они ориентируются на российский рубль, и поэтому сейчас даже действия Нацбанка не спасают тенге, и поэтому получается, что население все равно меняет последние тенге на доллары, и тем самым вызывая спрос на доллары все равно. С начала года казахстанская валюта потеряла в стоимости более 80% по отношению к доллару США. Естественно, что население республики внимательно следит за быстрой сменой табличек на обменных пунктах. Согласно опубликованному отчету компании Google, в Казахстане поисковая фраза «курс доллара к тенге» возглавила рейтинг запросов населения в 2015 году. Также в текущем году казахстанцев интересовала покупка автомобилей, недвижимости и стоимость авиабилетов и турпутевок. От курса доллара зависит повышение цен и наше благосостояние в общем. Это важно для любого человека. Отношение доллара к тенге, в принципе, и все. Как мало мы получаем зарплату по отношению к тому же доллару. В общем-то, и... Пенсия, зарплата, увеличивается квартплата. Все же с долларом связано. Конечно, следим. Понимаете, по-моему, наша вся экономика к доллару привязана. И все, что... Мы же не производим практически ширпотреб или еще что-то. Все привозится за границы. За счет этого сейчас цены поднимутся и на ширпотреб, на одежду. И на продукты, наверное, тоже поднимутся. Если в России сейчас рубль 70, значит мы до 350 дойдем. В любом случае. Казахстанские эксперты говорят о том, что при продолжающемся падении цен на нефть национальная валюта будет дешеветь и дальше. И уже сегодня говорят о котировках в 350-380 тенге за 1 доллар США. Укрепить курс национальной валюты сегодня может только доверие населения, которое было практически полностью утрачено ввиду резких скачков курса.